мы проводим в 10-й раз летнюю экологическую школу. Вообще-то ей 10 лет, а проводим мы 8-й раз, потому что 2 года было вынужденного перерыва в связи с пандемией коронавируса. Но тем не менее, вот этот опыт, который мы набрали при проведении летних экологических школ, он бесценный и достаточно серьезный и емкий, потому что мы ведем здесь подготовку морских экологов, а у нас этим ни один университет в республике не занимается. В рамках данной летней экологической школы в этом году студенты-экологи, которых в этом году мы отобрали около 40 человек из Тырауской и Мангыстауской областей. В этом году мы на протяжении всей летней школы мы разработаем стратегию сохранения биоразнообразия Каспийского моря, которую ребята презентуют по завершению данной летней школы. Самый первый прибор, который мы с вами сегодня посмотрим, ознакомимся, да? Это прибор, который измеряет содержание кислорода в воде. У нас здесь по программе идут авторские наработки и фактически авторский лекционный материал, потому что участвуют специалисты и преподаватели высшего класса, которые преподают в университетах нашего региона Прикаспийского и которые обеспечивают серьезные исследовательские наработки, прежде чем представить на суд студентов вот эти материалы. Этот поток Алеш мне понравился тем, что здесь больше разнообразности между участниками. То есть и студенты с Атырау, и студенты с Ақтау, и школьники еще. А до этого я слышу то, что школьников не бывает. Мне понравилось то, что сейчас школьники тоже участвуют, и им помогают же направлять их в будущее. Организаторларға сіздерге өзіміз спикерлерге алғысымды айтқым келеді. Благодарим всех вас за активное участие, за проявили себя. В рамках летней экологической школы будут проведены мастер-классы, теоретические и лекционные материалы для наших участников, а также практическая работа. В один из дней у нас ожидается участие в практике по вопросам гидробиологии и гидрохимии, где участники смогут произвести отбор и биоматериала в море, провести соответствующие исследования лабораторные. То есть такие практические мероприятия, они очень важны для закрепления того теоретического и лекционного материала, который участники получают в рамках летних школ. Начиналась эта программа как развитие морского экологического университета плавательного. И специально ставилась задача по развитию у студентов понимания морской экологии, в чем отличается она от общих вопросов экологии и общих направлениях охраны окружающей среды, потому что морская экология – это достаточно емкое понятие, серьезное сохранение экосистемы. Очень важно то, что проведение летних экологических школ стало, конечно, доброй традицией, и летние школы демонстрируют взаимосвязь и партнерство всех заинтересованных сторон.
Особую благодарность, конечно, хотим выразить компании NCOC, которая на протяжении всех этих лет финансирует эту школу в достаточном объеме для того, чтобы не только представлять лекционный материал в рамках нашей школы, но обеспечить и полевые работы, полевые исследования, отбор проб и так далее. То есть, действительно, компания стремится обеспечить полные кондиции выполнения одного из направлений целей развития тысячелетия. Это направление как раз гласит обеспечение экологического образования среди подрастающего поколения, и с этим компания выправляется достаточно успешно, системно и ответственно.